доверяют ли судебной системе в Абхазии? Помогло ли повышение заработной платы исключить коррупционную составляющую в рядах судей? И вообще, а судьи кто? Узнаем это у Зарины Габеевой, судьи Сухумского городского суда, в программе «Амчра». Зарина, здравствуйте. Спасибо, что согласились на интервью, поговорить откровенно. И первое, конечно, вот с чего бы мне хотелось бы начать, с вопроса доверия или недоверия к судебной системе. Как вы считаете, как в нашем обществе воспринимаются судьи? Относятся ли наши граждане с доверием к судебной системе? Граждане идут к судье со своими проблемами. Скептики, конечно, мне могут возразить и сказать, что гражданам больше некуда идти, нежели как в суд, и никак не могут решить свою проблему, нежели как судиться. Однако есть досудебный порядок урегулирования споров. Но несмотря на это, дела в суде с каждым годом увеличиваются и увеличиваются. Разве это не показатель доверия общества к суду? Судья решает вопросы граждан, становится на сторону обиженных, удовлетворяет их требования. И такие люди просто тихо говорят спасибо и уходят. Они не кричат об этом во всеуслышание. А есть другая категория людей, которая поднимает бурю в стакане воды, крича о том, что суды арестовывают не глядя, избирают аресты не глядя, привлекая тем самым средства массовой информации, привлекая интернет и тем самым вызывая у общества интерес к своей персоне и не забыв еще сказать о том, что суды несправедливы. Вот таких людей слышно. Кстати, именно такие люди, они вместо того, чтобы защитить себя правовыми методами, они обращаются к скандализации правосудия. И сейчас судьи практически беззащитны от информации, порочащей их честь и достоинство. Потому что, согласно Кодексу судейской этики, судья, если его комментарий на критику будет ставить под урон авторитета судебной власти, он должен воздержаться от данного комментария. И здесь, на мой взгляд, могло бы помочь введение тоже ответственности за скандализацию правосудия. Зарина, да, в чем-то согласна с вами, но есть вот то, что хочется возразить. Есть, например, уголовные дела, в общем-то, одинаковые, да, по составу там преступления и так далее. Но судьи выносят различные решения по одинаковым, казалось бы, делам. Да, вы можете возразить, сказать, что всегда есть субъективный фактор, немного может отличаться наказание, но когда за сбыт наркотиков, за распространение судья назначает очень мягкое наказание, вот такие факты тоже имеют место иногда. Вот это вызывает вопросы, наверное, и сеет сомнения, да, вот, в сердцах граждан. Есть часть вины и самой судебной власти в том смысле, что мы не разъясняем гражданам, по каким причинам суд принял такое решение. Когда судья выносит приговор, он обязан учитывать все смягчающие обстоятельства, и как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства. И если есть смягчающие обстоятельства, которые судья обязан применить, и применив их, обязан снизить срок наказания, то вот тогда и получается, по одному и тому же виду преступления суд выносит два наказания. Но это требование только Уголовного кодекса. Ну вот как насчет субъективного фактора? Все-таки судья же включает этот, все мы люди, в любом случае, кем бы ты ни был, все равно этот субъективный фактор, он играет роль всегда. А субъективный фактор обязан играть роль у судьи. Внутреннее убеждение и оценка всех доказательств, в том числе оценка личности преступника. Судья должен понимать, какое именно наказание способствует исправлению преступника. Ведь самая главная цель наказания – это не нанести ущерб конституционным правам гражданина, да, ни в коем случае. Одна из главных целей наказания – это исправление преступника. Иногда смотришь на человека, который находится за стеклом, и ты понимаешь, что
Может быть, ему даже 2 лет достаточно, а может быть, даже достаточно того, что просто он пришел в этот зал судебного заседания, и ему уже настолько стыдно за свое деяние, что он здесь оказался, что здесь можно и условный срок применить. Но наши граждане, вот вы говорите о стыде, вот мне вот немножко в другую плоскость наш разговор хочется перевести. Как относятся к наказанию вот наши граждане? У нас нет такого ощущения, вот если у тебя судимость, если ты там отсидел какой-то срок, что это какое-то вот клеймо на тебе или что. Это даже, можно сказать, иногда даже вызывает уважение у некоторой части населения, да, вот человек отсидел, бывают даже какие-то застолья по случаю, да, освобождения человека из места вот лишения свободы. И в этом смысле вот как правильно оценить то состояние человека, которое он испытывает здесь в суде, это реальный стыд или же нежелание какое-то вот получить какое-то ограничение свободы. Вот в этом как разобраться, это же сложно понять действительно, что чувствует человек. В зависимости от, конечно же, от факторов: судим ранее, трудоустроен, социализирован, то есть есть ли у него семья, проживает ли он с членами своей семьи, если работает, то где работает, какие характеризующие данные на работе, по месту жительства. То есть вся вот эта совокупность Плюс опыт, факторов, наверное, работы тоже. опыт работы, он очень много значит, конечно. И вся вот эта совокупность факторов, она и дает судье возможность осознать, какой именно вид наказания этому гражданину необходимо дать. По поводу того, что вы говорите, что действительно то, что вы говорите, имеет место быть, что многие подсудимые, они не чувствуют за собой не просто вины, но и даже какую-то осознают иногда гордость за то, что они отправятся в места лишения свободы. И, к сожалению, такие факторы имеют место быть в реальности. Все-таки, да, это ужасная, наверное, тенденция, что вот это вот как романтика, да, воровская романтика, или как еще ее правильно назвать, она все-таки пока имеет место быть в нашем обществе. Зарина, по поводу судебных ошибок, да, никто от этого не застрахован. А были ли в вашей практике такие ошибки? К счастью, судебных ошибок не было. Для судьи самое сложное и самое страшное — это наказать невиновного. Когда невиновный отбывает наказание за виновного, страшнее этого, мне кажется, не для судьи, не для самого человека, отбывающего наказание, и для судебной системы в целом быть не может. Переходим к вопросу ответственности, да, к независимости судьи. Не так давно, да, вот несколько лет назад судьям повысили заработную плату на уровне, понятно, что эти деньги, там, если сравнивать с заработком судей в других странах, конечно, это ниже, но тем не менее по меркам бюджетников нашей страны, по заработным платам других категорий граждан, это высокая, да, считается у нас в стране зарплата. Тем самым эта реформа, она была сделана для того, чтобы судьи были независимыми. Как вы считаете, вот это повышение заработной платы избавило ли от коррупционных каких-то составляющих возможных в рядах судей? Сегодня заработная плата судьи она аналогична заработной плате юриста в фирме. Частной? В частной фирме. Когда я начала работать в суде, только пришла работать в суд, ко мне обращались с предложениями, что если я вынесу решение в пользу стороны, то последует благодарность. И под благодарностью, конечно же, не понималось слово «спасибо». Это не было давлением, это было просто, как мне казалось, такая проверка вновь пришедшего судьи. И я понимала, что пройдет совсем немного времени, и всем станет ясно, что мои принципиальные позиции неподкупны. Слава о судье идет раньше, чем он успевает зайти в зал судебного заседания. После этого ко мне больше не поступали такие предложения. Но здесь есть еще другой фактор. Общественное мнение о коррумпированности судей создается таким наличием такого фактора, как недобросовестный представитель стороны. Как происходит?
представитель вступает в дело, изучает дело и понимает, что 90% правды на стороне его доверителя. Он понимает, какой именно суд применит закон и фактически какое, скорее всего, будет вынесено решение. Вот и уверенность подсудимого, ответчика, истца о том, что за вынесенное решение судья взял определенную сумму, и только исключительно ради этого было вынесено такое решение. Но хочу отметить, что такие действия, они не должны оставаться безнаказанными, и они находят свое отражение в Уголовном кодексе и вполне могут быть квалифицированными как мошенничество. Но ни одного дела в отношении судьи вот, по факту вот, коррупционной какой-то составляющей не было на практике. Я, например, не знаю, может... Я тоже не слышала о таких делах, не было. Как правило, некоторые люди считают, что если решение состоялось не в их пользу, то судья обязательно взял взятку, а если решение состоялось в их пользу, то судья не подкупен. Это тоже, наверное, факт имеет место быть. Мы вот больше говорим, конечно, вот о судьях, о том, что они должны. Ну а что должно сделать государство для судей, так, чтобы судья выносил действительно честные приговоры и не боялся потом этих приговоров, да, давления со стороны тех, кому, может быть, этот приговор помешает. Вот в этом смысле насколько защищен судья? Потому что и бывали же случаи, когда на судьи оказывают давление, угрожали и так далее. Да, действительно, и в практике, к сожалению, судебной системы Абхазии были такие случаи, когда судьям не только угрожали, но и происходила порча их личного имущества. Судья защищен только законом. В чем эта защищенность, да, заключается? Она заключается в том, что если на судью оказывается давление, то он обязан сообщить об этом судейскому сообществу, правоохранительным органам. Есть также уголовная ответственность за оказание давления на судебную власть. Но сказать, что судья полностью защищен от пули из-за угла, никто не может. Бывают очень серьезные дела, конечно же, где необходимо, наверное, предусматривать специальную защиту судей. А вот по поводу законодательства, да, исходя из которого вы выносите приговоры, обвинения и так далее, в каком плане вы бы внесли изменения, может быть, в каких-то законах, даже ужесточили бы наказание за какой вид преступления? Ну, здесь, наверное, надо начать с того, в чем цель ужесточения наказания. Если мы преследуем цель ужесточения наказания для предупреждения преступности, то это абсолютно неверный подход, и это сказала не я, это говорят криминологи, потому что ужесточение наказания, оно не ведет к его предупреждению. К предупреждению и к искоренению преступлений ведет принцип неотвратимости наказания. Если гражданин будет знать, что за любое преступление он будет нести ответственность, пусть это будет не самый строгий вид ответственности, пусть это будет штраф, пусть это будут исправительные работы, но гражданин будет понимать, что он будет нести ответственность за любое правонарушение, то вот только в таком случае и при таких обстоятельствах мы можем полагать на то, что у нас уровень преступности будет снижен. А ужесточение наказания, как правило, они не ведут к уровню снижения преступности, потому что если мы будем ужесточать наказание, но принцип неотвратимости не будет действовать, то есть принцип раскрываемости, да, преступлений, то без взаимосвязи эти два действия они не будут не будут давать эффективных результатов. Но нынешнее законодательство в целом, если вот о нем говорить, как вы считаете, оно соответствует той ситуации, в которой Абхазия находится, тем видам преступлений и так далее вообще в целом? Я все же склонна думать, что соответствует, потому что если возникает какое-то общественное явление, не предусмотренное Уголовным кодексом, то законодатель очень быстро реагирует на это. Зарина, у вас были такие дела, когда бывает страшно? Все-таки мы люди, и все мы иногда можем, да, наверное, бояться. Мы понимаем, что сейчас мне надо вынести вот
вот так-то, вот такой приговор, я понимаю, что сейчас начнется давление. Потому что Абхазия маленькая страна, и ваш номер телефона или телефон родственников, или где вы живете. Когда начинается дело, то я не общаюсь с участниками процесса по делу ни при каких обстоятельствах. И это очень важно, и это ограничивает судью от лишних разговоров, во-первых, а во-вторых, от оказания давления в принципе. Когда судья уходит в совещательную комнату, он не пользуется ни мобильным телефоном. Я стараюсь, то есть если суд уходит в совещательную комнату на несколько дней, то есть перерыв, есть нерабочее время, когда ты вправе пользоваться им. Была один раз такая ситуация, когда я была в совещательной комнате по разрешению ходатайства о применении ареста в отношении подозреваемого. Выхожу из совещательной комнаты, оглашаю постановление. Согласно этому постановлению органу предварительного следствия было отказано в мере пресечения. И начинаю читать после этого комментарии. Все пишут: ну, конечно, суд, естественно, посадит нашего мальчика, потому что суд только может что сажать, где нет денег, всегда сажают. То есть вот такие негативные комментарии были написаны, пока я находилась в совещательной комнате. А как влияет вот это вот мнение общественное? Вы как-то умеете отгораживаться вот от этого, или все-таки это психологически давит? Это тоже такой способ давления? Пока у меня идет дело, я стараюсь не заглядывать в интернет и прошу всех, чтобы мне не говорили о том, что там пишется. А вот от политических каких-то симпатий в нашем обществе можно как-то изолироваться, да, отгородиться судье, потому что общество максимально стало политизированным, особенно в последнее время. Я была как раз членом парламентской комиссии по созданию нового законодательства о судебной власти. И мы старались максимально заложить такие нормы, чтобы судья был действительно независим. На мой взгляд, законодателю удалось предусмотреть эту возможность, и была введена следующая конструкция. То есть судья, избираясь, он проходит несколько этапов, и два последних этапа — это как раз политические, да, этапы. Это одобрение президента и одобрение парламентом. Но законодатель предусмотрел таким образом, что президент и парламент, которые одобряют, да, данную кандидатуру судьи на должность, при повторном переизбрании судьи будет уже другой созыв парламента, и вполне возможно будет уже другой президент. Вот это критерий независимости судьи. Помимо заработной платы, о которой мы с вами говорили, что судебная реформа, да, тоже в принципе, и благодаря судебной реформе у судей сегодня достаточно достойные заработные платы. Но вот этот вот фактор, он очень важен, именно независимость от твоих коллег по ветвям власти. По поводу женщин, я вот прям вспомнила сейчас про случаи убийства женщин, сейчас не буду конкретизировать, но вообще, когда речь идет о насилии в отношении женщин, там, убийствах женщин и так далее, вот судья женщина ведет такие дела, все-таки тут субъективный фактор не берет верх? Нет, не бывает, потому что судья прежде всего оценивает действия преступника, как мы уже выше говорили, личность, в том числе и гендерную принадлежность тоже. Например, к женщинам наше законодательство относится достаточно снисходительно, потому что женщинам не назначаются многие виды наказаний. Поэтому разграничивать именно по половому признаку в плане события преступления, то здесь, наверное, даже и смысла не имеет. Перед кем ответственен судья? Кого боятся судьи или чего боятся судьи? Ну, я не буду сейчас говорить штампами, что судья прежде всего боится своей совести, наверное, но если мы обратимся к закону, то есть создан институт такой контроля над судьями. Это квалификационная коллегия судей, в которую вправе пожаловаться любые граждане, если
их права будут нарушены действиями судьи. Здесь, единственное, здесь не надо путать такие понятия, как когда судья отказывает в удовлетворении требований, и граждане обращаются в ККС, полагая, что именно этим нарушены их права. Нет, здесь имеется в виду такие более этические нормы, нарушение процессуальных правил, нарушение этических норм, может быть, Поведение судьи на судебном процессе, абсолютно верно. Ведь судья, ведь для судьи есть ограничения, которые могут быть чужды обычному гражданину. У судьи, помимо ограничений, установленных в законе, есть в судебной власти действует кодекс судебной этики, в который очень подробно расписывать, что может делать судья, а что он не имеет права делать, как он должен себя вести в обществе, что в обществе он должен вести себя так же, как в зале судебного заседания, то есть всегда контролировать себя, потому что он находится, где бы он ни находился, он находится под контролем общества. И это нормально, потому что это нормально и правильно, потому что ведь судья — это не безликая должность. От личности судьи зависит уважение к судебной власти, зависит авторитет судебной власти. Согласна с вами полностью. А вот, Зарина, по поводу того, когда вы выносите обвинительный приговор, каково это, да, зная, что вот сейчас человек, вы лишаете его свободы на 10 лет, там, на 15, на 5, неважно насколько. И встречали ли вы вот после того, как человек отбыл это наказание, как это происходит вообще, что-то чувствуете при вынесении приговора и при встрече с теми, кого вы посадили? Сложно, мне кажется, нести ответственность за судьбу других людей. Я не замечала ненависти в глазах этих людей, и этому есть очень простое объяснение. Если судья в процессе уважает достоинство подсудимого, если подсудимый понимает, что судья ведет себя беспристрастно, что подсудимому предоставлена возможность ответить на все вопросы, представить все доказательства и защитить себя всеми законными способами и методами. Когда же осужденный на длительный срок, отбывая в места лишения свободы, может относиться с уважением к судье. Но есть еще очень важный момент. Судья должен уметь наказывать. Не умеющий карать людей судья, он со временем становится сам сообщником преступления. Зарина, если вот по делам, которые вы вели за 5 лет вашей судебной практики, какую-то статистику вы ведете, сколько обвинительных и сколько оправдательных приговоров? Чего больше? Знаете, в Сухумском городском суде самое большое количество дел, поэтому я даже не скажу по статистическим данным, но, конечно же, обвинительных приговоров больше. В принципе, обвинительный уклон часто меняют систему, обвиняют в этом. Обвиняют в обвинительном уклоне, но я объясню, почему обвинительных приговоров больше. Этому есть очень простое объяснение. Когда происходит преступление, оперативная группа добывает первичные доказательства, передает следователю, и следователь заинтересован в том, чтобы в суде по данному делу состоялся обвинительный приговор. Поэтому он оформляет процессуальные документы в соответствии с законодательством, он оценивает доказательства. И если у добросовестного следователя отсутствует перспектива обвинительного приговора, то он, как правило, не передает дело в суд. Поэтому обвинительных приговоров в судебной системе больше, и я бы не стала оценивать критерием оправдательный обвинительный приговор работу суда. Не давала бы такую оценку. А вот по поводу автоматизированной судебной информационной системы, внедрения ее, да,
Как вы относитесь к тому, что процессы будут достоянием, да, общественности всей? Мы шли к этой системе очень такой немалый промежуток времени. В 2016 году вступил закон в силу, предусматривающий данную систему, но с 2016 года вот по 2021 год всегда эта норма откладывалась на следующий год, на следующий год. С 1 января 2021 года вступила в силу данная норма, и теперь во всех судах общей юрисдикции действует автоматизированная судебная система. Здесь в ней очень много достоинств. Вы поставили вопрос о том, что на сайте судов будут выкладываться все решения, но мы тем самым приходим к принципу гласности, к принципу открытости, принцип транспарентности судебной власти. Ведь чем больше судебная власть открыта, конечно же, в рамках предусмотренных законом, тем выше уровень доверия общества к судебной власти. Если каждый может увидеть на сайте суда график расписания дел, если может просмотреть судебные решения, то это только, конечно, положительные стороны этой системы. Если рассуждать в целом, то, конечно, есть некоторые моменты, которые система АСИС она не может учитывать. Например, приходит дело, и система АСИС, исключив человеческий фактор при распределении дел, она распределяет дела в зависимости от категории сложности и нагрузки судей. Если приходит сложное дело, а в суде работает молодой судья, вот только-только пришедший, без опыта, то, как правило, председатель ранее никогда не распределял это дело молодому судье, потому что судья, каким бы профессионалом он ни был, он должен набраться опыта, хотя бы небольшого, для того, чтобы рассмотреть отдельные категории дел. Система АСИС этот вопрос не предусматривает. Но в целом плюсов больше, чем минусов. Вот это единственный минус. В целом, да. Финальная часть нашего проекта, она заключается в том, что мы просим всех участников этого проекта поставить перед собой 3 какие-то задачи конкретные, которые он планирует реализовать в течение года. Вот какие бы задачи вы бы себе поставили, и чтобы мы по истечении этого срока могли к вам вернуться, обсудить эти вопросы, обсудить результаты проделанной вами работы. Есть задача, которую я ставлю перед собой каждый год, и очень надеюсь, что по итогу этого года она будет реализована. Это поступление в аспирантуру, это касается моего профессионального роста, роста, потому что я всегда была связана достаточно тесно с наукой, и хотелось бы по данной линии все равно продолжить эту деятельность. Судьи вынуждены по несколько часов зачитывать приговоры. И как вы считаете, в этом смысле нужна поправка в закон, чтобы судья мог хотя бы сидя это делать, да? Потому что были факты, да, по несколько дней судьям приходилось зачитывать. Да, не только по несколько часов, а действительно по несколько дней, когда с 9 до 6 с небольшими перерывами суд оглашает приговор. Суд стоит, все присутствующие в зале судебного заседания стоят. И это действительно пытка. И это пережиток, который должен был быть, мне кажется, отменен уже лет 30 тому назад. Потому что подсудимому самое главное услышать, что после слова «приговорил». Здесь, конечно же, наверное, стоит подумать о том, чтобы внести изменения в данную норму, и суд мог оглашать при любых обстоятельствах только вводную и резолютивную часть. А третья задача, которую вы поставили бы перед собой? Мы сейчас в суде работаем над обобщением по такой категории дел, как обжалование решений действий и бездействий должностных лиц в сфере нового процессуального законодательства, это Кодекса об административном судопроизводстве. Мы хотим обобщить одну из категорий данных дел для того, чтобы выявить, как правильно рассматривать эту категорию дел, на что судье необходимо обращать внимание. И я думаю, что данная работа продлится месяца 2, мне кажется, может быть, чуть-чуть больше, и надеюсь, что к
к осени уже данное обобщение будет общедоступно. Спасибо большое, Зарина, за сегодняшнее интервью. Благодарю. Спасибо, Нагала, за интересные вопросы.